В детстве я видел сказка Пушкина «Руслан и Людмила». И люди держат такие большие серебряные, золотые кубки. И я видел Петр Великий, где меня интересовала дворцовая царская кухня, где пиршество идет. Советского периода это карнавальная ночь. Идет новогодний карнавал, и люди, руководство, не считая там с рабочими, сидят за прекрасно накрытым белым скатертями, это хрустальных фруктовых вазах, фрукты, очень много торжественности, официанты того периода, и, конечно, они очень красивые и торжественные были. Это меня тоже впечатлило. Ну, кроме того, комедийные фильмы, вот, например, «Полосатый рейс». Меня интересовало тогда камбуз парохода, и там показывают оборудование, столы как поставлены. И вот этот камбуз был по последнему слову техники требования общественного питания того периода. И много очень комедийных фильмов показывает, где вот уже раздают людям прямо на зале, красиво раздают, а находят там чулки, цепочки, часы. Ну, это меня очень раздражало. Человек, ну, одарен Богом, например, скажем, да, такой талант. Даже мы сейчас не можем такие шедевры делать с карамелью. Его клиентура – это балованная клиентура. Довели его до самоубийства, я думаю, так. Потому что это талантов надо беречь. А для них это было еще давай, еще сделай, еще удиви. Вот такие у них клиентура была. Так не должно быть. Существует. Ну, я не знаю, у нас, например, в Якутске его нет. И мы там учились на поварское дело итальянской кухни. Оказывается, повара там учатся наравне художниками, музыкантами, певцами и кулинарами в одном училище. В 90-х годах начали, благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу, он пригласил меня из всего нам, чтобы мы организовали здесь ресторан якутской кухни. Как мы будем организовать, он не мешался. Говорит, вы профессиональный, откройте, делайте свое дело. Сперва надо учить своих поваров к своему требованию. Тогда ты кричать не будешь. Я очень много работаю с своими поварами. Показываю, как это блюдо делается. Потом опять я его караулю и делаю. Ошибся, все, я на него кричу. Я имею право кричать, я его учил. И вот мой крик они запоминают на всю жизнь. Потом они ко мне даже подходить боятся. Шеф должен быть таким. Раздраженным не должно быть. Он должен быть капитаном корабля. Книг очень много, очень много. Я читал очень много. Я почитал
о Медичи, королеве. Медичи именно из Испании привезла своих около 30 поваров, и именно французская кухня шагнула наперед благодаря королеве Медичи. Значит, испанская кухня была выше, чем сейчас мы приравниваем кухню Европы, это с Францией.